Так, уважаемые зрители, итак, приветствую вас. Мы вновь в Инстаграм. У нас сегодня день такой, знаете, оригинальный. Тема «Вы». Я так, знаете, это такая долгожданная встреча. Я вас так рада видеть. И если бы можно было обнять, как дочь отца, я бы это сделала. В общем, приветствуем вас из Гатчины, из Санкт-Петербурга, Кемабы. И позвольте для наших зрителей представить, кто наш сегодняшний герой. Я сделаю небольшое вступление, потому что все-таки процедуру будем соблюдать, нашу традицию. Итак, Кемабы Кумаркаев, он владелец ювелирной сети Кредо Голд, магистр права и экономики, организатор культурно-просветительских мероприятий и связанных с историей как России, так и Татарстана, активный член Московского антикоррупционного комитета. Вы, Кемабы, еще к тому же и оказываете огромную поддержку таким красивым глобальным проектам, как конкурс «Татар-Кызы». Также вы поддерживаете вокалистов, это международный конкурс «Визит-Арте». Значит, праздники Сабантуй в Европе, то есть это, как я понимаю, уже много-много лет под вашим тоже патронажем. И, безусловно, без вас здесь также, в Санкт-Петербурге, в Гатчине, не смогли наши татары тоже обойтись, потому что вы поддержали открытие памятника. Это и Муса Джалилю, и Атаюле Базаитову. Это, ну, как бы хочется бесконечно вот все это передавать, но давайте уже перейдем к беседе, потому что мы так готовились, и я передаю это слово вам, уважаемые Кемабы, и приветствуем вас, Питер Татар, и зрители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, и все, кто сейчас присоединился, и потом через YouTube-канал присоединятся. Мы вас приветствуем. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые знакомые, уважаемая мама, уважаемая родня. Исянмисис, ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Всех я приветствую, желаю всем самого хорошего дня. Сегодня в Праге очень солнечно. Первый раз я выхожу в таком режиме в эфир. Если будут какие-то неполадки, проще заранее приносим извинения за опоздание, потому что это техника. Мы не все еще привыкли в таком режиме работать. Благодарю Катифу, что она меня пригласила на такой эфир. Поэтому мне очень приятно быть вместе с вами, которые сейчас подключились, которые это посмотрят потом в записи, эту программу. Постараемся по максимуму превратить эту беседу, эту передачу не как рекламу, а так, чтобы было полезно всем нам, эта передача, потому что задач у нас очень много. Так что я всем желаю хороших выходных и хорошо сейчас провести с нами вместе время. Отлично, Кемабы. Ну что ж, самый первый вопрос, который я подготовила для вас, это вот что такое быть татарином? Вот начнем с такого вопроса, вроде бы он и простой, вроде бы глобальный. Вот что такое быть татарином, в вашем понимании? Ну, как тебе сказать, каждый человек приходит в этот мир уже какой-то национальности, как говорится, с какими-то генами, который идет уже от Бога. Национальность мы не выбираем. Я очень горд, что я пришел на этот свет татарином, мусульманином, поэтому очень уважаю свою нацию, уважаю свою религию и стараюсь быть похожими на татар, которых описывают историки, описывают наши ученые. К сожалению, да, мы чуть отошли от того татарства или тех татар, которые были веками перед нами, из-за того, что этот процесс глобализации, нас хотели все перемешать, сделать единой нацией, советским народом, там, что только не придумывали. Но это, я считаю, что это все против сил природы, против воли Аллаха, против воли Бога. Мы должны жить в той культуре, в той традициях, кем мы пришли на этот свет, и дружа между собой.
Бог создал, чтобы наверняка, чтобы было интересно, чтобы было многообразие, многообразие культур, языков, песен, танцев. Так только людям будет интересно жить. Поэтому мы никак не должны воспрепятствовать этому сохранению традиций, обычаев любых народов, малых, больших, великих, невеликих. В моем понимании великих наций не бывает, если такую нацию не называют таковым иная нация или иные нации. А самозвание вот такое «мы великие», это я считаю, что это неправильно. Поэтому независимо самый последний индеец или самый последний там, житель севера, которых осталось там десятки, они тоже народ, они тоже имеют право на существование, право на воспроизводство и рост. Вот это, конечно, такая речь практически, знаете, вот когда я тоже какие-то проекты веду по гармонизации межнациональных, я говорю, не бывает лучших, да, национальностей, там, этноса. Это мы все богатства этой планеты Земля, и вот ваше мнение, вот роль именно нас, татар, она вот, если брать и ретроспективу и истории, и сегодняшний день, вот даже ваше сегодняшнее место жительства, Чехословакия, вот в Праге, как, во-первых, как давно вы туда переехали? Это же грандиозно. Вы знаете несколько языков, в том числе и немецкий, и словацкий. И как вам там адаптировалось? Это вот в нашем культурном коде у татар, да, вот способность интегрироваться, адаптироваться. Вот можно поподробнее раскрыть эту тему? Ну, я уже повторил, что я очень рад за свою нацию и всегда с гордостью произношу, что я из России, но я не русский, а татарской национальности человек, поэтому с удовольствием говорю, кто не знает к нашему, так скажем, ну, стыд не стыд, но наше упущение, что мы очень многие годы не говорили о себе, стеснялись, очень мало было литературы про татар, про историю татар. То, что есть, история, которая была написана до вот наших дней, слава Аллаху, сейчас уже есть у нас многотомник, который тоже вот в Оксфорде было презентовано, переведено на многие языки мира. Академия наук Татарстана. И мы 7-8 апреля 2017 года собирались Альянсом татар Европы в Оксфорде. И произошла большая презентация с приглашением многих ведущих ученых мирового уровня. Были из Болгарии, из Германии, из Оксфорда несколько ученых, потом из Будапешта, все на уровне академиков, на уровне профессоров, и с переводчиками. Очень большая, очень красивая презентация была. Поэтому мы рады, что начинают писать правду о татарах. Ясно, что история не точная наука, везде возможны ошибки, погрешности, но они должны быть в пределах допустимого, а не такой в обратной пропорции, как это было до того. Поэтому ясно, что здесь больше правды, потому что это многотомник про историю татар, татары в мировой цивилизации, писалось учеными всего мира, и это уже исключает субъективность. Это в редколлегии были только часть татарских ученых, поэтому я понимаю, их мнение учитывалось, но я думаю, что это вот уже начинается писать настоящая история. А до этого, к своему стыду, я тоже имею 2 высоких образования плюс техникум с отличием, который обучался там некоторое время в Америке, был с учебными целями в Японии, Китае, в других странах Европы и мира. Но тем не менее, историю своего народа, своей государственности знал очень мало. Вот сейчас только начинаю к этому обращать больше внимания, больше читать, больше посещать вот такие мероприятия, где говорят про историю, говорят
про историю государственности, про историю Нашего, народов, да. как Мгм. татар, как заселяющих Сибирь, Астрахань, Касимова, Мгм. то бишь это имели государство уже Мгм. тогда, Сибирское ханство, Астраханское. Мгм. Так, немножечко. Очень Ага. много, очень, очень много раз. Поэтому, к сожалению, из-за того, что вот не было такой правильной истории, и мало было ее написано даже неправильной, в Европе очень мало знают про татар вообще. Я не говорю про историю Так. даже. Даже Ага. про существование Казани, независимо, что там уже были и игры, независимо, там чемпионат мира был, и футбол был, и имеем команды высшей лиги и по футболу, и по баскетболу, и по хоккею. Но узнаваемость очень маленькая. То, что я мог для себя, посетив Мгм. 56 стран мира, Мгм. для себя выяснить, что где же больше про татар знают. Вроде бы я и общаюсь с людьми, так скажем уж, но среднего уровня, так будем говорить, да. Ясно, что Мгм. не каждый рабочий может знать. Ну, хотя я никак не ущемляю, так скажем, инженер Конечно. или рабочий, но тем не менее, к сожалению, это так. И Мгм. очень много задач стоит перед сейчас татарским правительством, перед президентом Татарстана, вновь избранным на Мгм. следующий срок, больше обращать внимание популяризации татар, популяризации татарской культуры, и уже это делать не на уровне общественных организаций, как Альянс Татар Европы, как Всемирный конгресс татар, как другие общественные организации, их очень много, как Питер Татарлара, то, что вот мы сейчас с вами занимаемся, да, Мгм. это тоже Да, своего да. рода популяризация, своего рода, так скажем, помощь в восстановлении нашей татарственности, так будем говорить, да. К Мгм. сожалению, если брать десятибалльной системе, ну, по моим наблюдениям, что такое татарин или какая нация должна быть, что чем обладать языком, традициями, культурой и так далее, мы на уровне двойки-тройки на сегодня, я так понимаю. Поэтому резерв очень большой. Мы, несмотря на то, что мы одной из, так скажем, известных национальностей в мире, не то что Мгм. на территории Советского Союза или России, и которые имели огромные территории, которые Да. имели государственность, которые имели водопровод, канализацию еще в те годы, когда многие народы об этом даже не мечтали. Но, к сожалению, нас сейчас вот, нас и мы сами сдались как-то и не сопротивлялись этому, как-то шли по глобализации, хотели быть на уровне других народов, в это время теряли свое исконное, свое хорошее, которое, так скажем, сейчас нам предстоит очень много труда для того, чтобы все это восстановить. Кема вы. Ну, вы, конечно, вот такой сейчас вот даже посыл дали, что это называется планы на, как план развития, да, стратегия развития татарского народа на ближайшие 5, 10, 15, 20 лет. И, конечно же, то, что сегодня мы уже наблюдаем, какие происходят сдвиги, это во многом нас поддерживает, вдохновляет. Вот скажите, как в Чехословакии, потому что то, что вы там организовываете, ваши культурные проекты, вы великолепно сами поете, вы вокалист, у вас такой тембр, и вот татарская, когда музыка на просторах Чехословакии там, в общем, развивается, когда вы организовываете сабантуи, когда вы посещаете другие сабантуи, как вообще воспринимает Европа и как люди реагируют на нашу татарскую идентичность и вообще в целом на татарский язык, что это экзотика, или они как бы как-то вот, потому что карта-то есть старые, да, Тартарии и так далее, которые все-таки там
в Средневековье в Европе, каким-то образом это коррелируется или все-таки приходится еще такую вот вносить просветительскую, объяснять татары, вот как вот в Европе все это поподробнее, особенно в Чехословакии? Ну, сейчас, во-первых, уже сейчас Чехия и Словакия это два государства, да, Мгм. с главными городами Прага и Братислава. Мгм. Вот. Здесь в Чехии мы провели уже больше 10 сабантуев. Имеем Мгм. две общественные организации, Мгм. зарегистрированные в Министерстве юстиции Чешской Республики. Китап Мгм. называется одна организация, где руководителем Эльмира является наша красивая, хорошая татарочка с корнями из Саратовской области, Саратовская Мгм. мышарка, который знает 3-4 языка в совершенстве: английский, чешский, русский, Мгм. татарский. Заканчивала музыкальную школу, играет на пианино. Мгм. Защитила докторскую диссертацию, она PhD, доктор права. Поэтому Вау. очень активно Мгм. работает, и она пошла уже по такому направлению, что объединяет не только татар, а тюркоговорящие народы. Поэтому Ого. проходит очень много мероприятий, Мгм. бизнес-мероприятий, в том числе тюркоговорящие в Мгм. Чешской Республике. Это и казахи, это и туркмены, это и узбеки, это Мгм. и турки. Шелковый путь. Да, Да, да. Мгм. поэтому всех она старается объединять, очень много для этого делает. Поэтому, а когда уже образовался Европейский Союз, тоже мы стояли у истоков организации вот Альянса татар Европы. Это общеевропейская большая общественная организация, Мгм. которая была создана в Брюсселе 22 апреля, день рождения Мгм. Ильича, 2013 года. В Бельгии, в Ого. здании Европарламента, собрались Мгм. представители всех общественных или многих общественных организаций европейских государств. Вот, Мгм. и провели учредительный съезд с Мгм. приглашением депутатов Европарламента, с их выступлениями, прямыми переводчиками, перевод такие. Поэтому очень-очень такое большое мероприятие было. Был приглашен и Закиров с Мгм. Альянс, с Всемирного конгресса татар. Вот. И Мгм. вот уже с 2013 года мы дружно существуем и проводим свои съезды, правления, Мгм. проводим мероприятия, объединяя европейцев от более там 15 государств. И их Мгм. количество вступивших членов с каждым годом увеличивается. Несменным лидером у нас является Шарипов Мгм. из Литвы. Мгм. Мгм. Вот. Очень хорошо ведет всех. Ясно, что объединить татар, которые живут на территории всей Европы, очень тяжелая задача. Мы все разные. Мгм. Все мы знаем, Мгм. что мы, каждый из нас бай. Объединить даже Мгм. 3 татар это уже очень сложно, а объединить там татар из 20 стран Европы, вот это большая Ну, вы работа. же это уже 7 лет осуществляете, как я понимаю, По- по- достаточно по- серьезные сделаны Поэтому шаги, да, потому мы что к этому вписываете в времени уже, истории. да, к этому времени уже провели много общеевропейских сабантуев. Это на Мгм. большом высоком уровне. Последний из них был в Таллине. Очень хорошая организация была. Этот сабантуй включили, чуть ли не на первое место заняло среди общегородских или общереспубликанских Вау. мероприятий Ага. Эстонии. Проводился это в Таллине, Мгм. в очень красивом парке, практически в центре города. Очень много посетило народу. И вот организаторов наградили через полгода, что ли, после Мгм. подведения итогов премии, то, что наш Сабантуй занял чуть ли не первое место среди
общегородских мероприятий. Поэтому Ну, там, это, конечно, да, победа такая. Гульзалина Апа такая очень активная. Она член нашего большого меджлиса. Вот. Очень много делает только тоже для татар, независимо, что уже она, так скажем, чуть старше нас, поэтому не жалея сил, она очень много, ну и в каждой стране есть очень сильные активисты, которые вот, отдают свои силы, деньги, время для того, чтобы что-то хотя бы сделать. Ясно, что все из нас делают мало, как бы это хотелось, как бы это требовалось. И вот, поэтому и наши мероприятия, естественно, не заканчиваются только Сабантуем. Очень много разных мероприятий проводим. Все их перечислить в пределах этой передачи это практически невозможно. Но вот и из хороших тоже, опять-таки, все говорят, ну, это вот танцы и песни больше ни о чем. Это и есть часть культуры. А что мы должны быть? Не политическая организация, мы не мусульманская организация. Мы только говорим о традиции, о культурах, о песне, о танцах. Это и есть одна из частей, так сказать, сохранения нас. Если мы ничего не будем делать, само собой ничего не сделается. Вот провели тоже в Будапеште первый конкурс красоты. Татарская красавица Европы. Тоже очень на хорошем уровне было. С приглашением артистов из Татарстана. Много было камер, снимали. Там же удалось организовать шикарнейший концерт исполнителей классической оперной музыки, исполнительницы, которые живут в Европейском Союзе. Одна из них Галия Ибрагимова, она первый голос пражской оперы. Вот, поэтому она была, Тахира Минижинова была, которая тоже профессорка Пражской консерватории. Так, потом была Лилия из Ползня, фамилию сейчас не могу сразу вспомнить. Потом была певица из Австрии, был певец Тимур Абдикеев, бас №1 Мариинского театра, сейчас он проживает уже в Париже. Вот. Так что был просто вот такой великолепный концерт, хоть он и бесплатный для нас был, но который, так скажем, если продавали билеты, я думаю, что это был бы очень дорогой концерт. Ну, это вообще такой высочайший уровень профессионализма, такие звезды, как я поняла, то есть это мирового масштаба. На их концерты не достать билеты, когда Ибрагим выступала, да, но сейчас уже, к сожалению, не поет, но это не значит, что она стала плохо петь или что-то с чего-то в связи, так скажем, с последними событиями в Европе по отношению к русской, к Российской Федерации, вынуждена была, так скажем, временно пока там не петь. Поэтому в этот альянс наш открыт. У меня очень много моих друзей, которые не живут в Европейском Союзе, живут в Москве, в Петербурге, Комсомольск-на-Амуре, посещают наши мероприятия, правда, на свой счет, потому что у нас возможности финансировать приезды, отъезды, проживание людей, не проживающих в Европейском Союзе, мы не имеем возможности. А так, пожалуйста, такое поддержка, совместные мероприятия, экскурсионная программа, сколько автобус позволяет, да, мы этот самый, чтобы люди тоже знали, знакомились, как у нас, как у них, даем право и выступать, выступления. Это, так скажем, все очень открыто. Всем это нравится, поэтому у нас есть сайт alliance-tatar.eu, альянс двумя L, потом И, А-Н-С-Е, так, найдете, или напишите. Да, мы в описании, да, разместим. Альянс Татар Европы достаточно откроется. Кто хочет переписываться, info@alliance-tatar.eu, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием. Здорово. Наша миссия – это сохранение и развитие национального духа, культуры, идентичности, сохранение родного языка по возможности, передача знаний по истории, обычаям нашим молодым
молодому поколению, чтобы на нас не оборвалась татарственность, чтобы хоть что-то, чего-то лучше росло, но если не получится, хотя бы так. Опять-таки наш девиз, это мы уважительно относимся к национальной культуре и традициям народов, на территории которых мы проживаем. Поэтому я с удовольствием, сколько можно было, и для того, чтобы я мог общаться, выучил чешский язык, сдал государственный экзамен по чешскому языку, что является необходимым условием для получения гражданства. Поэтому никогда не сказал, что чехи такие, плохие или как-то чего-то. Я считаю, что если мы приехали сюда, значит, это наш был выбор, никто нас сюда не звал. Поэтому есть чему у них учиться, у каждого народа. Надо делиться, кто с кем, как, что, чего. Поэтому приблизительно вот так, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием, естественно, на них отвечу. Поэтому мероприятий проводится очень много. Но и в перспективе всегда мы встречаемся с президентом, когда он посещает любое государство Европы, организует встречу с соотечественниками. Поэтому это типа круглого стола с правом задавать любые вопросы и получать на них прямой ответ, без всякой цензуры. Поэтому я считаю, что благодарен нашему президенту Миниханову, а вы всегда, так скажем, не оставляет без внимания, несмотря на то, что график обычно у них плотный, у руководителей, но час-полтора, а то и два с кофем, это так получается, такие беседы. И он много записывает наши пожелания, и они внедряются все-таки в жизнь. Вот это таким образом происходит обмен. Мы говорим, как у них, как принято общаться, или как бизнес-процессы происходят, какие-то советы, потому что одно дело по интернету знать, другое дело, когда люди уже здесь живут и непосредственно знают, владеют обстановкой. Поэтому я много раз был свидетелем того, что мои пожелания внедрились на уровне законодательства и сейчас применяются в Татарстане. Вот так, я могу. Ну вот, собственно, вы знаете, у меня вот небольшое такое отступление лирическое. Был накануне сон, и я нырнула, ну, как бы посмотрела, как сейчас выглядит Астрахань. Ну, как бы вот, собственно, это, да, соединение Каспия, Волги. И вы, когда в самом начале упомянули, я еще вот даже, пока вы этого не сказали, я подумала, вот бы вот такого, как Ямабы, туда, будем так говорить, вот поставить, чтобы вот он полностью там порядок навел, потому что там татарский дворик, там вот все, что связано с татарским наследием, там вообще это куда-то в небытие ушло, в таком раздробленном состоянии город, а это же достаточно богатый край, это наши исторические корни. И вот вы знаете, ну как бы мистика не мистика, мне тот сон пришел, там отец мой приснился, вы говорите про Астрахань, я прочитала, и вот это все так закружилось. Знаете, Аллах Берса, все может быть, потому что вы тут в Гатчине немного что сделали как меценат, как благодетель. И вот давайте про вас поговорим, потому что мы про масштабы такие, вот давайте вот про вашу семью, вообще про ваш бизнес, про то, как вот вы успеваете быть и в Чехословакии, в Праге, и еще и заниматься вот этими благотворительными культурными проектами, еще и бизнесом, потому что откуда эта энергия, откуда вы черпаете, почему именно ювелирный бизнес? Это достаточно сложный, и, ну, как бы он и красивый, и сложный. Можно поподробнее вот про ваших детей, про вашу семью и, конечно же, про бизнес, про вас, Ямабы? Ну, если так коротко, уж там, наверное, в афише тоже есть. Я родом из Ульяновских Мишар, родился в Ульяновской области, Старокулакинский район такой есть, чисто татарский район. Вот, закончив школу с отличием, 8 классов, пошел в Челябинский юридический техникум. Тоже там история такая очень интересная. Никогда не хотел, не думал, что я буду юристом по жизни, всегда хотел быть строителем, как мой отец, плотник 6-го разряда. Я всегда ему помогал, уже умел строгать, пилить.
молотком работать, топором работать, и хотел все-таки стать инженером-строителем, ясно же. Вот. А в итоге мама уже болела, тогда у нее сильно артрит, руки, ноги, а у нас был такой, ну, очень нехороший бригадир, который приходил давать наряды, кто куда должен пойти, а мама всегда говорила, что сегодня не могу, у меня вот не могу мотыгу держать, она падает с рук, потому что ну, руки не работают. А он всегда ругался матом, проще, а мне это так не нравилось, и я решил после 8 класса сменить направленность, и думаю, пойду юристы и накажу этого бригадира. И 14-летний ребенок, мне некому было везти в Челябинск, это далеко все-таки, поездом. Вот. И у меня был дед Якуб Бабай, инвалид первой группы, без одной ноги, на протезе. Он говорит, что Улом, не беспокойся, я тебя повезу. Отец не мог, мама не могла, потому что в это время сенокос шел уже, уборка начинается, проще в колхозе никто не отпустит, это минимально на неделю. Вот. И мы с Бабаем, он говорит, у тебя бесплатный билет еще будет, ты как сопровождающий инвалида первой группы поедешь. И вот мы поехали с ним в Челябинск, в общий вагон, я на 3-ю полку, меня там продуло капитально, мы приехали в Челябинск, у меня температура 40. А там было прием отличников, по итогам собеседования было 180 заявлений, а принимали только 30. Вау. Ну вот. Вот Бабай так нашел каких-то наших односельчан, которые там 30 лет назад уехали в металлургический завод поднимать челябинскую промышленность и так далее. И мы им поселились в двухкомнатной квартире хрущевки, как, наверное, метров 30. Их 4 человека, мы с Бабаем 6 человек, смешанные или как, смежные комнаты. И вот надо идти, а у меня температура. Бабай говорит, не волнуйся, я сам съезжу сейчас с техником, договорюсь, чтобы тебе оставили место, потому что ты больной. И Бабай поехал. Мы доктора вызвали, нам справки написали, и когда я выздоровел, уже поехал сдавать экзамен. Ясно, что я уже не предполагал, думаю, это просто Бабай уже, директор так успокоил, что типа не бойтесь, если он нормальный, то для него место будет. Я думаю, как 180 человек, они уж 30 человек набрали, меня уже не возьмут 100%, что не будет. В итоге Бог помог. Да, и то как-то так, там было собеседование по 2 направлениям, математика и русский литература устно. И надо было первый сначала пойти русский язык и литературу сдавать, а потом математику. Бабай говорит, слушай, я ведь по-русски не бельмес, надо. Давай математику, я же все-таки выиграл несколько раз областной олимпиады, поэтому здесь я не боюсь. Там меня не завалят, здесь даже захотят. И мы пошли на математику. Математик говорит, а что русский язык? Мы говорим, да она на обеде, по-моему, мы постучались, никто не открыл. Ну ладно, давайте, разницы нет, от перестановки слагаемых не меняется. Суммы, давайте. Ну и все, она мне и так, и там чуть ли выше математику, я все нормально. Она говорит, ну ты молодец, слушай, ты в школе учился? Я говорю, нет, ну вот просто вот так занимался, хорошо. Все, она мне 5 плюс рисует и так обводит. Этой самой литераторши, она сразу, я рот открыл, она уже поняла, кто я. Говорит, вам тяжело будет, слушайте, вот тут же спецпредметы сразу. Теория государства и права начнется, гражданское право, вам тяжело будет, а потом исключат, и вам будет тяжело. Может, подумаете, все-таки пойдете в 10 класс. Я и так, и сяк. Я говорю, я и пою. Да ну спойте тогда, что можете петь? Я говорю, и на русском пою. Я спел и Алешу. Она, оказалось, отвечает техниками за культмассовую работу. И это как раз подфартило. И она мне рисует 5 минус. 5 минус. А директору, когда пришли, ясно, что 5 минус 5 плюс 5 уж никуда не деться. Да, конечно. Вот все, вы поступили. Вот так
так я оказался в техникуме, а потом уже мне некуда было деваться. Дальше уже продолжил. Техникум закончил с отличием, не так, как сказала литераторша, получил диплом номер 1. Вот, до сих пор мы ездил недавно на 30-летие или какой-то техникум. Вау, здорово. Я вижу, там отличники все висят на Ага, стене. Эти отличия закончили. Вот это была первая моя путевка в жизнь. Там уже я начал заниматься и спортом, и играл в ансамбле, и пел. Так что один. А почему ювелирный бизнес для себя выбрали как... Ювелирный, это уже так будем говорить, когда уже я закончил университет, юридический факультет в Питере. Возможности остаться в Питере не было, тогда был институт прописки, без прописки никто не оставлял. А Ленобласть еще может закрепиться, поэтому я взял циркуль, сделал первый круг, туда попали Киров, Всеволожск и Гатчина. Ну, Ломоносов. Тогда все первый круг. Вот. Ну и я объехал все их, я никогда в этих городах не был. Поэтому решили остановиться на Гатчине. И вот оттуда началась моя жизнь. Работал юристом в строительном тресте, а потом уже вот начал заниматься своим делом. Тогда кооперативное движение началось, я начал писать уставы, помогал людям приватизировать, туда-сюда. Поэтому, а ювелирный бизнес, в свое время, я всегда знал, что надо заниматься тем, которым меньше всего людей занимается. И надо заниматься тем, где большие числа. Например, здесь в ювелирном бизнесе очень много товара. Например, в одном магазине может на 20-30 миллионов товара лежать. Да? Поэтому каждый не может заниматься, потому что очень много надо иметь денег для оборотных, для того, чтобы товарные запасы это иметь. Да? Недвижимостью я тоже занимался, это тоже большие числа. Это тоже большие деньги. У нас было самое крупное агентство в Ленинградской области. Мы там на всяких соревнованиях, конкурсах брали по 2-3 КАИСа. Это высшая награда для недвижимости Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Мы поднимались по 2-3 раза на сцену. И все говорили, что за такое, откуда этот очкарик, почему... Что за феномен такой? Гений. Откуда вы, да? Я считаю, что вот... Ну и с простого прилавка, там у нас первый прилавок был, да, это бог там 1,5 квадратных метра в арендованных помещениях, на старом торговом оборудовании, подсветкой из обыкновенной лампочки, да, поэтому старый ятрань из компьютера, это пишущая машинка, и счеты, все, больше ничего не было, это вот начало нашей деятельности, но я в Гатчину приехал, я имел комнату 12 метров общежития, больше ничего, поэтому даже у нас не было с женой денег на покупку хорошего телевизора, мы купили телевизор, продавались не кондиция, телевизоры фабрики Козицкого, которые браком были. Вот наш телевизор тоже через раз работал, если там стучишь по корпусу, он зарабатывает. Потом раз на черное дело переходит, опять стучишь, опять он начинает показывать. Ну, да. Физкультура. Да. На кровать у нас денег не осталось, раз это купили. Кровать я сам смастерил. Хорошо, что детские навыки остались. А потом кровать получилась большая, чуть ли 2 на 2. Матрасов таких нету. Это надстандартный матрас уже. Он стоит очень дорого. Тогда детские товары стоили намного дешевле. Это 88 год. Мы купили 3 детских матраса, шили их между собой. И у нас получился нормальный большой матрас.
Слушайте, ну это, конечно, это и анекдот, и правда жизни, и вот эта вот находчивость, да, такая вот, Так что решали и бизнес-кейсы, еще ничего бытовые ниоткуда не какие-то. пришло. Да, ничего ниоткуда не пришло. Все Ага. с своим трудом, без Мгм. обмана, без всяких хитростей, без ничего. Не из-за того, что мы такие умные, там, или уж там IQ у нас перешкаливает, или там. Это просто за счет экстенсивности труда, я считаю, что очень много приходилось тогда работать. Трудиться, И да. суббота, и Мгм. воскресенье, и так далее, и так далее. То бишь, ну, чего-то себе на чем-то экономить, не покупать, как некоторые сейчас бизнесмены в кредит берут последний Мерседес, так и прочее. Я всегда, так скажем, все вкладывал в Мгм. производство, все вкладывал в торговлю, для того, чтобы потом, так скажем, Развивать, развивать, да. чтобы потом мог купить что угодно. Вот. Но и главной целью в моей жизни всегда было это дать детям хорошее образование, Мгм. дать им хорошее здоровье и хорошее воспитание. Мгм. Поэтому Да. для того, чтобы все это было, ясно, что без денег это трудновато, тяжеловато, потому что Мгм. хорошее образование стоит денег, так же, как хорошая машина стоит денег. Также здоровье тоже не всегда бесплатно, особенно сейчас, так скажем, в наше время уже бесплатно медицины уже нету как таковой. Мгм. Ну и воспитание включает, ясно, что в том числе Конечно. и образование, чтобы и плясать умели, и на инструменте играли, Мгм. и секции посещали. Это опять-таки Конечно. все равно это упирается в деньги. Опять-таки вот деньги для меня не то, что там вот деньги ради денег. Деньги, которыми обладаешь, орудие свободы, как пишут умные люди, да, и за Мгм. которыми гонишься, это орудие рабства. Вот Это да, это для на меня, самом деле, для да, меня разные деньги – это категории. свобода, естественно. Мгм. Это и Да, средств. во всех отношениях, в том числе вот то, что я могу, опять-таки, свободно говорить, свободно общаться, Да, да, да. свободно заниматься общественной работой, высказывать свое мнение. Я всегда Мгм. имел свое мнение, никогда никого не стеснялся, никого никогда не повторял, никого не облизывал, как говорят. Да? Мгм. Поэтому Мгм. я и сейчас вот состою в Московском антикоррупционном комитете, очень много делаю разных публикаций, Да, таких серьезный труд. серьезных журналах, которые Мгм. читают и на уровне президента, вот Вестник Национального комитета общественной самой, да, Мгм. есть Мгм. Мгм. мои статьи хорошей Мгм. направленности, много читают, в том числе, вот, например, в Ленобласти выявлены чиновники, враги России. Таким вот Мгм. большими названиями, не Мгм. боясь ничего, потому что Да. действительно есть о чем говорить. Мгм. Действительно, Мгм. такие институты в нашем обществе нужны. Не только в нашем, во всех обществах должны быть люди, сообщество людей, общественные организации, которые контролируют власть, которые борются с коррупцией. Это, так скажем, чума 21 века. К сожалению, Мгм. об этом мало говорят, а может говорят, но мало делают. Но тем не Мгм. менее, это по большому счету это большой грех, и по нашей религии ничего Мгм. чужого брать нельзя. Поэтому Мгм. Конечно. государство – это мы, все, что крадут от государства эти коррупционеры, чиновники, это все они крадут нас. Эти деньги должны пойти на улучшение дорог, на школы, больницы, то бишь все, что Вот поэтому я вас и возвращается, соединила с Астрахани. возвращается Вот, людям, да. да, В да, вот у меня Астрахани я как-то это тоже был, внутри. посетил, был Мгм. там, где начиналось наше, там снимался вот этот фильм, был там тоже специально поехали. Я тоже Мгм. всегда интересуюсь историей, я знаю, что такое. Нагайцами вот встречался, для меня Да. тоже была загадка, что такие нагайцы, проще так. Мгм. Везде просил прямо, организуйте встречу, пожалуйста, так. Мгм. Поэтому для меня тоже это. Многие из них татары записаны сейчас, но это была другая нация, поэтому
конечно, я, с сожалением, тоже в Астрахани очень много нужно делать для того, чтобы Астрахань, ну, напоминала, что когда-то это было ханство, это не просто Да. область, так скажем. Я, опять-таки, ни в какую область не говорю, где там плохо, где хорошо, но это действительно была область с историей, так будем говорить, да. Да, да, Поэтому там да. было все, а сейчас это так заброшенное. Вот. Ну, мне, Ну, если уже мы задели Астрахань, тоже поразило то, что настолько есть влияние культур. Я тоже напросился, там у меня тоже родственники живут, и ага. друзья, я посетил и друзей, и родственников за один раз, и я говорю, вот я интересуюсь историей народов, культурой, пожалуйста, давайте организуем, я хочу быть на свадьбе. Они, естественно, без проблем это организовали, потому что у них свадьбы там до 1000 человек зовут, у них есть тоже, как в Азербайджане, дома торжеств, дворцы торжеств, да, и в одном из таких больших дворцов была свадьба, а женился местный татарин махачкалинский на девушке откуда-то из Москвы, ну, так будем говорить, да. И меня поразило то, что, во-первых, очень много народу, а во-вторых, всю свадьбу все эти татары танцевали лезгинку. И отличить, кто из них дагестанец, а кто из них татарин, практически было невозможно. Ну, если только по фейс-контролю, что выдает уж как дагестанцы, да. А так, как они красиво танцуют лезгинку, не хуже, а может лучше, чем дагестанцы, которые, так скажем, которые их танец. Да и на столах, естественно, угощение проще было тоже татарско-дагестанской направленности, да. Поэтому наши народы все-таки умеют жить в дружбе, сотрудничестве с другими народами, обогащаться их культурой. Вот, поэтому это я про Махачкалу, про Дагестан перешел. Да, я поняла. Поэтому, если уже переходить вот к толерантности, что сейчас очень считается модным, да, толерантность, это терпимость, да, по-другому, да, в переводе как. Вот, я считаю, что здесь мы тоже перебарщиваем. Ну, мы это татары, так я скажу, да. Опять-таки, если по 10-бальной системе толерантность измерять, мы вот 10+. Потому что, ну, так тоже нельзя. Мне так кажется, что надо быть толерантным, но в пределах приличия. Потому что мы уже так толерантничаем, что забываем о себе. Понимаете, да? Вот в каком плане. Поняла. Нельзя, надо быть толерантным. Никто не говорит, что ну уж до такой степени нельзя. Да. Бывает, что говорят, простота хуже воровства. Здесь тоже толерантность уж нехорошая. Понимаете? Ну да, это какая-то крайность уже, да. Меры, да. Вот так я толерантен. А если ты уже переходишь границы и говоришь, да вы никто, и вас звать никак. Ну, так нельзя. Надо говорить, что мы такой же народ, ничем не отличаешься. У нас 2 руки, 2 ноги. Мы также умеем думать, умеем делать. И у нас вот такая хорошая история была. Вот просчитайте вот так-то. Вот. Если любите читать, можете вообще вот 7-томник или 8-томник уже читать. Здесь правда написано о татарах более-менее. Очень много сейчас уже в интернете. Если хотите, пожалуйста, поинтересуйтесь. Мы не такие, как вы думаете. И монголам мы отношения никакого не имеем. Мы не монголы-татары. Никакого отношения монгол-татарам мы не имеем. И незваный гость хуже татарина, это тоже неправильно. Не думайте, что это так. Приезжайте в Казань, посмотрите, что такое татарское гостеприимство. Приезжайте в любую деревню в Татарстане, любую деревню в Мордовии, любую деревню в Астраханской области, в Ульяновской области, где массово проживают татары, где все сохранили, вот мишары особенно, больше сохранили традиции, чем даже казанские татары. И посмотрите, что такое незваный гость, посмотришь, что такое татарское гостеприимство, посмотришь, что такое, ну, мы не будем, так скажем, грубо, грязный татарин, да? Нет такого грязного татарина. Вы понимаете, что такое татарин
прежде чем ставить дом, они ставили сначала баню, мунча называется, да, по-татарски, мунча татарская. Ну, Да. спорный вопрос тоже, никто не декларировал, никто не закрепил, откуда мунча и откуда русская баня. К сожалению, тоже я считаю, что если бы в свое время был и институт декларирования и прочее, сказали, вот мы первые, мы мунчу построили, да. Сейчас уже у меня есть в планах заказать, ну так скажем, попросить историков исследовать эту тему, для того, чтобы спросить, откуда мунча, когда и у кого первая вот эта баня, кто первым начал это делать, да. Мне так кажется, что вот не зря сейчас идет тоже восстановление традиции татарской мунчи, татарской бани. Часть культурного кода и, в принципе, Вот развитие... Казани, Да. это центр Казани, а там открыли это татарские бани. Шикарные, просто всем рекомендую, кто в Казани, обязательно посетить татарскую баню, потому что опять это часть нашей культуры. Если вы посетите театр Камала, и там есть стенд продажи книг и открыток на татарском языке, там есть даже приглашение в баню. Мунчана Чакару. Здорово. Это был элемент прямо, и я это еще застал. Во-первых, приглашали в баню только очень достойных и очень уважаемых людей. Не то, что пришли, попарились или помылись и ушли. Они приходили утром, весь день готовилась баня, бани были по-черному, ясно, в этом угощения были, прочее. Тогда еще в те времена, и, так скажем, к сожалению, и принимали и алкоголь, да. Сейчас это тоже, слава Богу, слава Аллаху, уходит минулость, так? Сейчас такого, как раньше, нету. Вот. А потом уже баня, а после бани, как обычно, уже опять чаепитие, то все 50-е. Иногда, если эти гости были приезжие, с ночевкой, то бишь это целая процедура была, баня. Поэтому я уж не говорю про старые сандуны, это в Москве прочее, это тоже с татарскими элементами, татарскими корнями. Это опять-таки всегда на весь день. Или я там посещаю бани, куда бы я ни ехал, я всегда посещаю бани и в Японии, и в Китае, и в Азербайджане. Да. Там опять-таки все ходят на весь день. Конечно, это ритуал, это великие дела вершались. Вот все эти высказывания всех писателей, так скажем, нехороших, проще о грязных татарах и прочее, я могу, так скажем, не согласиться с этим и никогда с этим не соглашусь. Ясно, что это нивелировать. Не зависит от национальности. Бывает в каждой национальности, так скажем, люди, которые привыкли к порядку, и которые не очень, у кого-то грязно, у кого-то это. Это не зависит от национальности. Назвать всю национальность, весь, грязным, но я никогда с этим не соглашусь. Поэтому... Вот мы как раз с вами плавно перешли в категорию такого гостеприимства, и вы когда все это рассказывали, вы так светились, потому что, ну, чувствуется, что вот в этом вот как раз-таки, да, вот это, в том числе наш национальный код, гостеприимство, и там, да, вот, чтобы человеку максимально было приятно, и вот попарить его, и вот, чтобы и здоровье, и вкусно. Как часто бываете в Санкт-Петербурге вообще, когда вас можно здесь уже созерцать, и вообще в целом какие у вас планы, потому что вы, как знаете, вот, ну, русская матрешка, открываешь еще, а у вас, вот вы говорите, я сюда ставлю знак бесконечность, то есть вы говорите, вам 5 с плюсом поставили, а мне хочется поставить знак бесконечность, вот эту 8, которая туда. Хочется вас слушать, но, к сожалению, времени уже поджимает. Вот скажите, пожалуйста, вот ваше наставление нашему молодому поколению, и вот нам из Лондона передавали привет, Шатлык вам передавали привет, пока вы говорили, ну, как бы вот череда сообщений, которые присоединялись, и, ну, собственно, вас на самом деле, вы как солнышко, которое всех обогревает, где-то пожурить, где-то сказать, я здесь на двойку мы, а здесь мы слишком перестарались. Какие наставления ваши будут для молодого поколения, и вообще, когда будете в Санкт-Петербурге, чтобы пригласить вас какую-то встречу? Я очень люблю путешествовать. Я действительно, если бы не коронавирус, уже много бы. Я говорю, что
на сегодня посетил уже 65 стран. Вау! Поэтому я бываю и в Питере, в Гатчине, люблю быть в Казани, где живет моя мама. Тоже большой привет передаю своей маме и большую благодарность за то, Конечно, что поклон. она нас вырастила, дала возможность всем получить высшее образование, воспитание, научились нас работать Да, честно, без обмана, много, для того, чтобы и самому быть в достатке, и иметь возможность помогать еще другим. Вот. Поэтому благодарен также всем троим своим детям, которые все мои старания, вложения в них, они отрабатывают, будем говорить, сполна. продолжает династию, да. Все хорошо работают, все хорошо учатся, все очень достойные люди, воспитанные, красивые, хорошие. Я очень доволен своими детьми. Желаю им тоже, чтобы их жизнь была интересной, богатой, чтобы они тоже жили полной жизнью, вот, чтобы они изучали и культуру татарскую, и культуру там, где они живут. Они, к сожалению, все по разным странам. Один в Великобритании, другой в Австралии, третий готовится к поездке в Лос-Анджелес, в Америку на учебу. Поэтому вот жизнь разбросала всех нас по разным континентам и странам. Но я считаю, что сейчас мир без границ, проблем сейчас никаких нету, самолеты летают, коронавирус. Аллах Бирсат тоже это временное явление, когда-то все это закончится, так не может быть, чтобы всегда был вирус. Вот. Поэтому благодарен и своему коллективу Кредо Приорат, на нашей сети ювелирной, своим работникам, работницам, больше так будем говорить, у нас женский коллектив. Были времена и по 100 человек, сейчас около 50 человек работающих. Поэтому я живу с ними тоже как большой семьей. Стараюсь внедрить на работе тоже дух коллективизма, дух семейности такой, друг за друга отвечать, помогать, не только связано так с работой, обстоятельства в жизни бывают разные, и печали, и невзгоды, и радости, чтобы делить и радости, и печали. Вот, по возможности как-то стараемся в этом друг другу помогать. И они тоже мне, вот, несмотря на то, что мы почти уже 20 лет работаем на расстоянии, будем говорить, да, мы уже 20 лет живем за границей, но наш бизнес, слава Аллаху, не падает, а вы могли быть... Да, великолепный салон. К сожалению, удалось там сделать эфир. Да. И, конечно же, ну, как бы вот... Могли почувствовать дух. Да, конечно, да, и всю красоту видите, да, весь диапазон шикарный. Ну, я думаю, что мы еще этот момент с вами докрутим. Да, это и не только сама красота, я имею даже вот отношения между людьми, отношения... Да. Моей просьбе, вот организации этой передачи, все равно они относятся независимо от субботы, не субботы, стараются как будто это моя семья или мои родственники. Хотя я когда только пришла, мне сразу чай, все организовали, быстро все поставили. Такая красота, так жалко, что не удалось там все это снять. Но Аллах Бирсат сделаем, потому что красота, там прям красота хочется рассматривать. Но давайте вот все-таки еще вот, вернемся к нашей исторической, да, вот составляющей столетия Республики Татарстан, да, вот, ну, как бы я со своей стороны говорю, давайте все-таки не забывать, что это только Республики Татарстан столетие, чтобы, да, вот не смещать акценты. Но все-таки давайте поздравим наших земляков, соотечественников с этим. Уже осталось 28 секунд. И, как бы, собственно, да. По мере возможности я тоже и участвовал во всех мероприятиях, которые проводились в связи с этим событием. Флешмобы 2-3, везде участвовали, везде принимали участие. Ясно, что это приятно, ясно, что это для нас какой-то этап, это подведение итогов, ну и
Итак, Дуслар, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики, читатели портала Питер Татар. И мы продолжаем наш эфир с гостем, который подарил сегодня час своего времени, рассказал, как он вообще в целом становление его личности. И вообще он, конечно, скромный человек, но его масштаб при этом не умаляется. И, конечно, очень ждем его, Киямабе, нашего, будем говорить, наше окно в Европу. Но он еще меня впечатлил тем, что талантлив не только большие числа считать, организовывать бизнес-процессы, быть строителем, хозяйственником. Он еще и великолепно поет, и он понимает, насколько это трудный, тоже такой достаточно непростой вид творчества, потому что наша культура, искусство, оно... Мы им и гордимся, но финансируется очень и очень слабо, и очень нужно иметь колоссальные внутренние ресурсы, чтобы заниматься этим делом, которым одарил Всевышний. Поэтому вот здесь мы уже видим нашего уважаемого гостя. Так, и я вас подключаю к нашему эфиру. Очень рада вас вновь видеть. Ожидаем. Солнышко. Солнышко, у меня здесь по салону автомобиля, и вы тоже. Меня слышно, Киямабе? Так. Отлично. Ну что ж, мы на самой знаменательной такой вот ситуации, когда поздравляли наших соотечественников, земляков с столетием Республики Татарстан, и Инстаграм так, опа, на кульминации. Но мы же, как говорится, алга, разворачиваемся и идем дальше вперед. Как раз, когда я вас ожидала, сказала, ваша речь, она сопровождалась колоколами, здесь же храм рядом, вот, собственно, и это так сакрально, так гармонизировало, поэтому вот ваше напутствие, вот хотелось бы все-таки молодежи, да, напутствие, потому что это срез столетия республики, да, но это же не 100 лет нашему народу, и это хороший такой повод задуматься, что было сделано и какие планы на будущее. Вот ваше напутствие нашему молодому поколению. Да, это одно из направлений деятельности, в том числе Альянса Татар Европы. У нас вот создание молодежной секции во всех государствах, да. К счастью, они имеются, и очень активная наша молодежь. Даже вот организация даже конкурса красоты, всем ясно, что там должна быть молодежь. Мы уже туда не годимся, как говорится. Поэтому вы наставники, как же без вас? Мы очень рады, что молодежь интересуется своей историей, интересуется своими корнями, интересуется нашими костюмами. Они все были в прекрасных костюмах. Они, кто не знал язык, постарались к конкурсу выучить язык, подтянуть, выучили стихи, песни. Это тоже как-то чего-то, очень приятно, когда человек начинает интересоваться своими корнями, когда человек не стесняется своей нации, своей религии, никогда не скрывает, что да, я живу в исламе, я живу исламом. Хотя отношения, естественно, в Европе, во многих государствах европейских к этому, так скажем, не совсем хорошие, но тем не менее мы должны объяснять. У меня тоже в планах есть даже организовать встречу на наших духовных лидеров или Татарстана, или Москвы, Равиля Гайнуддин, на телевидении, центральном телевидении Чешской Республики, для того, чтобы объяснить людям, что такое традиционный татарский, так скажем, ислам среди татар, так будем говорить, самый северный ислам. Что мы не такие, как все думают, и что наш ислам дружелюбный, наш ислам призывает только хорошему. Бояться нас ни в коем случае нельзя. И наши дети, наши внуки тоже должны это же говорить и повторять, и повторять. И ничего страшного в исламе нету. И не надо думать, как сейчас пытаются многие нехорошие люди преподнести ислам
с другой стороны как-то, понимаете, да? Поэтому, а так, еще раз поздравляю всех, не только татар, и которые около татар, а как говорят и умные люди, поскреби любого русского, найдете татарина, оно действительно так и есть. Нация, которая и на сегодня по скромным подсчетам уже пробивается это наше количество чуть-чуть от 5 миллионов уже у нас есть цифры, так скажем, чуть ли не официальные уже, а 10 и выше миллионов. Но по нашим представлениям, я думаю, что нас около 20 миллионов во всем мире, да, потому что не могла исчезнуть такая большая цивилизация, такая большая нация, как татары, которые проживали от Каспия и до Сибири, и стало всего там 3 миллиона, но это глупо, так не могло случиться. Так не могло случиться, сказать, что мы нации, которые не могут воспроизводиться. Да нет, у нас всегда было по 4 жены, поэтому я считаю, что должно быть еще больше. Но разрешалось, так сказать. Кемабы. Вот вы шутник еще, да, затронули такую тему. Я это говорю как шутка, да, но тем не менее я просто говорю о том, что мы не могли исчезнуть. Нас много, да, у нас очень много из-за толерантности, очень много смешанных браков со всеми нациями и так далее. Но это не значит, что татарская кровь, татарские гены куда-то улетучились и их не стало. Поэтому еще раз поздравляю всех с нашим юбилейной датой. Это говорит о том, что не то, что мы есть, правда, и чем восхвалиться Татарстану, потому что среди всех более чем там 90 субъектов Российской Федерации, естественно, они лидеры. Действительно, вокруг нас, которые окружают нас, наши соседи, чуваши, марийцы, Мордовия, там Ульяновская, Самарская области, да, Башкортостан тот же, мы намного их опередили и желаем, чтобы они тоже поднимались на наш уровень, и чтобы никакой зависти не было. Все двумя руками, с двумя ногами. Это ясно, что благодаря и в том числе нашим руководителям, как бы об этом не говорили, да, какие бы фирмы не показывали, что есть правда, то есть правда. Поэтому еще раз всех поздравляю и желаю всем больше объединиться, приносить пользу нашему родному народу, поднимать нашу культуру, есть над чем трудиться, только в объединении сила. Берге булык, берден булык, алга, еще раз алга. А в завершении вашей прекрасной передачи, я думаю, что передача более-менее удалась, хоть с опозданием, но тем не менее исполню одну из любимейших моих песен, которые я пою уже со времен пионерства, наверное, на всех этих. Вот. Она такая с любовью к родному краю, малой родине, Üs Илемде называется, на своей родине, на своей земле. Поэтому куплетик для того, чтобы... Да, это будет огромным подарком. На хорошей ноте, как получится, не знаю. Да. Так что... Yazı daha soyri, gözü de soyri, Bereneni koş bakışamda. Şulu koşunu sabene koydum, Payda habena bulsam da. Şulu koşunu sabene koydum, Payda habena bulsam da. О, тебе великолепно, отлично, Кемабы. Ждем ваше выступление на сценах Санкт-Петербурга и не только. Вы великолепно поете. Жалко, что не передают Инстаграм. Вот, да, весь эту глубину вашего тембра. Здорово.
Все, конец. Да, ну хочется дальше слушать. Великолепно. Связь, конечно, чуть-чуть, да, это самое нас подвела, но голос слышно был. Благодарим на этой великолепной ноте, на этой достаточно сакральной ноте. И будем, как говорится, прощаться с вами. До новых встреч, до новых эфиров. Рахмат, И давай, на связи. да, на связи, да, Рахмат, Саулыгыз. Рахмат, Да, Рахмат, ага, Саулыгыз. всего доброго, до свидания. Да.